2 года проходит с начала специальной военной операции России на Украине. СВО по денацификации и демилитаризации этой страны поддержала и Абхазия. Десятки добровольцев из нашей республики отправились на Донбасс, чтобы помочь победить нацизм на Украине. Все это время не ослабевала и гуманитарная поддержка новых регионов России. Как осуществлялась гуманитарная миссия в поддержку Донбасса, которую оказывала многострадальному региону Абхазия? Обсудим с Львом Квициня, спецпредставителем президента Республики Абхазия по взаимодействию с новыми российскими регионами. Здравствуйте, Лев Константинович. Здравствуйте. Мы первый раз с вами говорим, когда вы уже находитесь в качестве спецпредставителя президента по Абхазии, да, в новых регионах. Скажите, пожалуйста, вас уже узнают на Донбассе? На Донбасс мы не 2 года, а с 2014 года мы постоянно с ними в контакте. Мы, как только началось там военные действия, можно сказать, еще в 2014 году, мы один из первых, которые приехали туда и вывозили беженцев. На тот период это была очень ситуация сложная, потому что у многих не было российских паспортов, а с украинскими паспортами очень было сложно переход границы. Тогда на короткий период времени мы и с пограничниками в Ростове переговорили, они нам дали добро, и так первые беженцы оказались на территории Абхазии. Вот эти организационные проволочки, которые связаны с документами и с границами, это же все не так просто. Насколько успешно и насколько приходилось прилагать усилия, скажем так, или вам шли навстречу, вас понимали, ваши устремления оценились и так далее? Вот как вы ощущали эту работу? В основном, да, сотрудники погранзаставы, службы, они понимали ситуацию и во всяком случае в основном оказывали содействие, помогали. Был случай, когда мы вывозили детей с ограниченными возможностями и так далее. Там, хотя мы заранее давали документы, метрики и всю характеристику родителей, не родителей. Многие были без родителей, родители которых погибли на войне и так далее. Но были моменты, когда сложно было немножко понимание. Это единственный случай. Часа 3-4 нас задержали на границе, а потом все выяснили, наоборот, пришли, там детейшкам сладостями угостили и так далее. А так, в основном, это единственный случай, а так, в основном, всегда идет поддержка, понимают, и наоборот, это как бы с приветствием, с пониманием подходит. И у нас не было никаких там сложностей. Да, с оформлением гуманитарного груза там есть свои правила, свои законы, их нарушать нельзя. Это надо понимать, и мы оформляли груз и оформляем как положено. Они помогают нас и подсказывают, что надо сделать, как это быстрее можно эту процедуру пройти, поэтому... Да. Мы помним и освещали неоднократно, и говорили о том, как здесь в Абхазии принимали детей с Донбасса, с мамами, да, в основном там с пожилыми людьми. Их здесь расположили, поселили в наших гостиницах и так далее. Сейчас есть вот эти люди здесь, как они адаптировались? Вы, как спецпредставитель, сейчас смотрите за тем, как они живут и вот как себя здесь ощущают? В основном все увернулись. Там остались единицы, они снимают квартиры, кто-то устроился на работу. С некоторыми мы общаемся, они звонят. Но в основном все вернулись домой. Они уехали на Донбасс? Они уехали на Донбасс. Несмотря на то, что там такая ситуация? Несмотря на то, что там еще не спокойно, не обстреливает и так далее. Но, тем не менее, им тяжело бросать все, и каждый хочет держаться дома. Как с началом СВО изменился характер гуманитарной миссии? И изменился ли?
В принципе, ничего не изменилось. Вот. Каждый год, с 2014 года, на Новый год обязательно ездили поздравлять. Мы ездили в детские сады, где потом школы, и в основном, где дети с ограниченными возможностями, ДЦПшники. Но они, главы районов, понимают, где больше сложностей, они подсказывали, приезжали. Для детей это была огромная радость, и это просто надо было видеть, как они радовались. Вот мы начали каждый год там в определенные школы, определенные садики ездить. Они уже ждут, они уже знают, что мы приедем. Они там организовывают какие-то спектакли, концерты, и они ждут с нетерпением. Конечно, это ощущение такое, знаете, это просто доводит иногда просто до слез, настолько они борются за жизнь, насколько они радуются, потому что, несмотря на то, что вот их состояние там на самом деле очень тяжелое, и по здоровью вот важно то, что там с ограниченными возможностями они... Понятно, в особом внимании нуждаются. Да, они все прекрасно понимают, но им тяжело. Но вот радости не было границ. Это, кстати, к моему вопросу о том, узнают ли, ждут ли вас уже сейчас на Донбассе. Кстати говоря, что любят получать вот когда вы приезжаете от вас, да, от людей, которые могут там что-то привезти, что-то, не знаю, показать и прочее, что больше всего ждут люди на Донбассе? Мне всегда казалось и кажется, что они больше всего ждут нас самих. Они ждут поддержку. Тот мизер относительно, да, для Донбасса, для этой территории, конечно, мы то, что приносим, это однозначно мало, это не достается всем, это понятно, но вот то, что мы стремимся к этому, то, что мы с ними рядом, то, что они нас видят, это для них такая радость, такая поддержка, и каждый раз на всех встречах и везде они это подчеркивают, они знают и понимают, что они не одни, и то, что на самом деле в Абхазии, население Абхазии, они все возможное делали, начиная от пожилых людей, приносили туда теплые вещи, детские вещи, даже консервы, какие-то там банки. Ну, то есть они это все понимают, мы рассказываем, когда мы приезжаем, что эти подарки вот дети собрали, там взрослые, пожилые люди. Конечно, для них это очень приятно, и они чувствуют себя не одиноки. Лев Константинович, а как вот вы ощущаете вот здесь, когда есть какой-то, ну, не знаю, призыв или просто даже некоторые и без призыва этим занимаются, да, что-то собрать, что-то приготовить, вещи, может быть, какие-то необходимые продукты и так далее. Как откликаются люди? Есть ли какой-то там уже какой-то определенный актив, или же все-таки вот этот круг расширяется, или же больше официальные какие-то структуры дают какую-то, не знаю, вот, ну, пополняют, скажем так, этот гуманитарный груз? Но при перевозке груза тоже есть определенные ограничения. Надо заполнять декларацию и так далее. И то, что приносит население, не все подходит. Там есть свои правила. Очень активно население наше относится к этому. Сколько звонков, мы вещи привезем, мы то привезем. Но мы не можем принять, потому что есть, как я уже говорил, есть определенные ограничения. Ну, кстати, вы можете сейчас сказать, что на что делать упор, а на что не стоит как бы вот размениваться. Ну, в основном мы, если по последнее время, ну, на Донбассе, скажем так, вот Донецкая область, Луганск, недостаточно обеспечения воды. Мы возили воду, потом, ну, на Новый год, понятно, цитрусовые, теплые вещи,
Мы изначально на первое время, вот еще в 2014 году, когда только началось, мы повезли туда теплые одеяла. У нас были резерв, и мы весь резерв практически направили туда, потому что... Со службой МЧС, да? Да, и мы получали гуманитарный груз с госрезерва, теплые одеялы. И потом мы ездили первые дни, когда вот Углегорск особенно больше пострадало. Мы, приезжая туда, наши коллеги по подразделениям ездили, видели, в каком плачевном состоянии. Нечем было даже укрывать, нечем было одевать, потому что ситуация такая сложная была. И мы собрали, наши сотрудники, коллектив собрали, купили берцы, взяли эти теплые одеяла. Это вот как бы первый раз, когда вот было тяжело. А потом мы поехали еще ансамбль. Да, и тогда был депутатом Фазылбек, и он часто ездил туда, и мы все вместе и с ансамблем, тогда мы повезли где-то 10 или 11 машин мандарин. Это под Новый год. Наши коллеги из России, МЧС поддержал нас, дали нам машины. Вот. И одним словом, я повторюсь, мы ни разу, ни один год не пропустили, чтобы туда не поехали, не поздравили, не поддержали. Ну, а в последнее время мы уже... Вот последний раз, когда вы ездили с гуманитарной миссией? На Новый год. На Новый год на тоже, Новый год ездили, да. Ну, потом, к сожалению, мы ездим и груз-200, когда наши ребята погибают, немало. Да. Вот, и постоянно мы поддерживаем связь с нашими земляками, с пятнашкой. Вот, и ребята... Мы теперь, сейчас, конечно, когда у меня определенный статус, новые регионы, я встречался со всеми главами регионов, есть прямые контакты в случае необходимости, потому что многие родители переживают, понятно, это там не только из Абхазии, которые проживают в России, ребят призывают, родители, есть моменты, когда вот родители переживают, нет связи и так далее. Лев Константинович, вот эти какие-то личные связи, то, что вы давно уже ездите, даже вот в этой работе, понятно, печально, но тем не менее очень необходимо вот отыскать бойца погибшего, забрать у той стороны, как-то посодействовать этому. Вот эта работа получается? Вы знаете, мы даже, несмотря на то, что они могли бы и без нас справиться, да, я выезжал со своими спасателями, медиками, мы разбирали завалы, работали на полях на разминирование и так далее. Это вот, они это высоко ценят, у них появляется вот гордость определенная, что вот абхазы поддерживают нас, что мы не одни, да, понятно, Великая Россия, там, свои территории там готовы защитить, но мы как одно целое, поэтому они это очень ценят, и они ждут всегда этого. А для наших добровольцев, как они вас встречают? Сейчас мы чуть отклонились от чисто гуманитарной, но тем не менее, это же тоже, наверняка вы там видитесь, когда приезжаете, в любом случае. Конечно, ребята радуются, когда они знают, что мы за них переживаем, и мы постоянно на связи, приезжаем туда, и со всеми недавно, прошлый год, скажем, недавно, поехали, там ребята, наши артисты, там, спели, там, поразвеселили их, как-то вот постоянно они чувствуют поддержку, если какие-то проблемы есть, мы на связи, стараемся помочь, во всяком случае не оставляем без внимания ни один звонок, ни одну проблему. Помню, что после последней поездки на Новый год, да, когда вы ездили, вы приезжали, мы тут буквально парой фраз удалось нам с вами перекинуться, вы говорили
Я спросила, была как раз такая интенсивная бомбежка или вот тут, Да. в том регионе как раз Донбасс бомбили. Скажите, вот таких... И вы сказали, что да, было достаточно опасно. Много, часто вы попадаете вот в такие ситуации, когда находитесь там, потому что я довольно часто вы там находитесь. Вы знаете, мы же не знаем, куда прилетит и когда. Ну, мы видим, что там где-то рядом взрывается, там обстреливают, но вот туда, куда мы, вот где наши ребята, там, ну, как на их языке, 2 или 3 раза прилетело, но, к счастью, ребята не было на месте. Вот мы за день до нашего приезда, там у въезда огромный котлован, они показывают, вот вчера здесь, потом помещение, где они там отдыхают и живут, во всяком, и там тоже прилетело, но, к счастью, никто не пострадал, и ну, бывает. Конечно, если враги не смотрят, где мирное население, где военные, если они бомбят больницы, школы, садики, там всего можно ожидать, потому что ведут себя, конечно, не по-человечески, скажем так. Война войной, но наши-то знают, где школы, где больницы, где массовое скопление мирных жителей. Поэтому эта война и тянется. Они не бомбят, они не стреляют туда, они избегают всего этого, чтобы сохранить население. А там обратное, там именно зная, что там может быть на остановках. Там, гражданское население. Да. Вот именно рынки. Ну как можно рынок обстрелять? Там и дети, и взрослые, и вообще мирное население здесь при чем? Ну, вот такие ситуации, конечно, там небезопасно. Конечно, там местные уже жители, они, к сожалению, привыкли к этому. И сейчас мы все надеемся, что в ближайшее время все это прекратится. Во всяком случае, Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон. Люди, они живут неспокойной жизнью. И когда что может случиться, непонятно. Это очень сложно. Обычно, когда вы уезжаете и возвращаетесь, какое время это занимает? Сколько вы там находитесь? Ну, вот вместе с дорогой, например, если считать туда, обратно, и там, когда вы находитесь. Ну, во-первых, мы там долго не остаемся, и не остаемся по той простой причине, когда мы там находимся, за нас кто-то беспокоится, там же, на местах. Наверное, говорят, уезжайте быстрее. Они, во-первых, они говорят, уезжайте, потому что небезопасно. Во-вторых, как бы мы приехали, надо на нас потратить время, нас устроить, с нами повозиться и так далее. Ну, чисто, потому что там уже за столько лет много друзей, им неудобно нас оставлять, там кто-то должен сопровождать. Мы сами понимаем, что мы создаем неудобства. Поэтому даже бывает так, что мы выезжаем, уже перед фактами ставим, что мы уже здесь и на связи, и тогда вот как бы, потому что чисто вот сопровождение, потому что мы понимаем, если это было бы мирное время, просто так... Можно было погостить, да, пообщаться. Понятно, да. А сколько раз получается в год поехать с вот такой гуманитарной миссией, с гуманитарным грузом, например, или, возможно... Ну, в основном мы ездим, когда вот уже к праздничным дням, да, вот что, а так, разов 4-5, наверное, в среднем. В год. В год, да. После того, как вы стали спецпредставителем, скажем так, Абхазии, да, в новых регионах России, как поменялась ваша работа? Что вы, может быть, чисто по-человечески, да, ощущаете? Какая вот на вас миссия ложится? Вы знаете, для меня лично ничего абсолютно не поменялось. Статус спецпредставителя президента в новом регионе дает мне возможность общаться уже на другом уровне. Это все сделано ради того, чтобы узнавать больше про наших бойцов. И я как министр, как спасатель
мне могут не допустить или не дать информацию, потому что это война, и это неправильно. А вот в таком статусе они уже обязаны дать информацию. Они понимают, что вы такое лицо, которое... И, хотя и тогда мне много раз говорили, да, мы так скажем, давали информацию там в госпиталях, например, в последнее время тоже не так просто даже узнавать, кто где лежит, потому что все военизировано, все под секретом. А сейчас есть у меня связи. Я встречался и с главой Донецкой, и со всеми остальными главами регионов, замами. И у нас есть контактные телефоны, когда есть какие-то проблемы. А там всегда, где идет война и где наши ребята, там все равно возникают какие-то вопросы. Вы в основном, когда с должностными лицами общаетесь, о чем идет речь чаще всего? Чаще всего речь идет о наших военнослужащих, которые воюют там. Потому что там много моментов бывает, вплоть до того, что ребятам в один момент, сейчас еще не до конца решенный вопрос, они числятся, допустим, числятся в другом подразделении, а служили в пятнашке. Раньше так можно было. Сейчас все это приводит в порядок. Ребята раненые есть, которые не оказывают медицинскую помощь, потому что он не зачислен именно здесь, а зачислен в другом подразделении. Такие моменты. Раньше этому не давалось значения. А сейчас, конечно, придают этому значение, и с этим надо разбираться. Мы сейчас там и юристы занимаются, и есть понимание, вопрос времени наших ребят, которые есть ранены, еще не получают полную там медицинскую помощь, потому что там это надо отправлять в специальные медицинские учреждения, где там есть, где особенно сложные операции и так далее, то и в Москву, и там они дорогие операции, и в этом в основном. Об этом речь. Да, и мы обсуждаем все вопросы и культурные, и образовательные, поездки в Абхазию, поездки наших ребят в эти регионы, потом мы планируем организовать здесь лагерь, вот такие моменты. Скажите, а были какие-то происшествия или случаи, которые запомнились? Может быть, кто-то там из детей просил привезти что-то, из Абхазии, или что-то, не знаю, что вам приходит на память, то, что вас затронуло, что запомнилось? Мы помню, как-то мы на автобусе привезли детей в Мюссеру. Здесь уже, да? Да. Я хочу сказать, что местные жители все приходили с подарками, но в конце-то концов дети, уже время подошло, надо возвращаться. Дети плакали, не хотели уезжать отсюда. Вам это запомнилось? Скажите, а похожи жители Абхазии и Донбасса? Вы знаете, наверное, Какие характеры? Вы знаете, как и везде, все разные, но там на самом деле, в общем, люди добрые, отзывчивые, они очень с пониманием ко всему относятся. И я в их лицах вижу доброту и такое искреннее общение. Не знаю, мне очень нравится туда ездить. Но они же южане тоже. Так, да, у нас... И на самом деле, во всяком случае, с кем мы общаемся, с кем мы встречаемся, они очень доброжелательны. Когда планируется следующая поездка, если... Или пока еще вы не знаете конкретно? Не надо конкретно, примерно. Я думаю, что после где-то в конце марта, в апреле планируем организовать еще гуманитарную. Спасибо вам большое за вашу миссию, за вашу работу в первую очередь. Спасибо, что пришли к нам в студию и поговорили с нами об этом.
Я напомню, что о том, как осуществляется гуманитарная миссия со стороны Абхазии в поддержку новых регионов России, мы говорили со спецпредставителем президента Абхазии на Донбассе Львом Квициня. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо.